Кыргызстанцы были огорчены поражением от сборной Японии, но это касается только результата. Содержание игры нашей сборной было на уровне. Мы не реализовали свои моменты и могли рассчитывать как минимум на ничью. Это отметил даже тренер сборной Японии Мариасу Хадзими, подчеркнув, что акшумкаровцы показали себя достойно. Все в полном строю, в отличных показателях, в отличной форме. Так что, ну и перед Японией было, да, все нормально. Другое дело, там Кайрат пропускал. Ну, сейчас состояние отличное. Все восстановились, все нормально. Вчера сборная Таджикистана по футболу прибыла в Бишкек, но из-за проблем с рейсами команда не смогла прилететь в полном составе. Часть игроков прибыли лишь сегодня, перед официальной тренировкой. Как отметил тренер сборной Таджикистана, это не выбьет из колеи его подопечных и не создаст для них никаких проблем. Но я не думаю, что что-то серьезное, потому что ребята остановились вчера в Ташкенте, потренировались в гостинице, спокойно готовятся. Сейчас вот лед, в принципе, Ташкент, Бишкек, 45-50 минут, в принципе. Я не думаю, что так серьезно повлияет. Ребята нормально готовятся. Тем временем билеты на предстоящую игру разбирают как горячие пирожки. Точное количество проданных мест пока не уточняется, но абонемент еще в продаже. Как и во время матча со сборной Японии, может быть организована фан-зона на старой правительственной площади. Решение будет принято сегодня вечером по результатам продажи билетов. По фан-зоне мы ориентируемся по продаже билетов. Если у нас на матч с Японией было за 2 дня уже все билеты были проданы, нам нужно было создать условия для тех болельщиков, которые не успели купить. На данном этапе у нас билеты еще находятся в продаже, поэтому пока как таковой надобности в фан-зоне пока нет. Футбольные эксперты отмечают, что эта игра будет очень интересной и непредсказуемой, ведь обе команды настроены только на победу. И главное для нашей сборной в этой игре не терять очки. Все мы знаем, что Кыргызстан, Таджикистан – это средне-центральноазиатское дерби. Естественно, команды будут очень сильно друг на друга настраиваться. В первом матче мы увидели, какая у нас была игра. Мы, к сожалению, проиграли, и поэтому сейчас не имеем возможности делать еще одну осечку. У соперника ситуация такая же. Они, как и мы, проиграли на Японии, но при этом 14 ноября сенсационно как-то неожиданно уступили Мьянме, поэтому этот матч будет действительно матчем жизни, потому что ничейный результат, скорее всего, обе команды лишит шансов на борьбу за дальнейшее попадание в топ-12, поэтому завтра будет обеим командам нужна победа, и это, мне кажется, еще больше накалит ситуацию. Напомним, ключевая для нашей сборной игра пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало матча в 20:00. Кыргызстана, как и сборная Таджикистана, имеет в своем активе по 6 очков. В случае победы акшумкаровцы практически гарантируют себе второе место в группе F. Гульжан Абдразак, Казабек Туркалыков, новости Ошперим.